Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Врач-маммолог проводит комплексную оценку состояния женщины. Прямыми или косвенными причинами, вызывающими патологии молочных желез, могут быть различные факторы. Это и генетическая предрасположенность, гормональные сбои, воздействие вредных веществ, употребление алкоголя. И врач должен не только диагностировать заболевание, но и определить по возможности вызвавшие его причины. Сегодня с нашей гостьей, кандидатом медицинских наук, заведующей Республиканским маммологическим центром Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева, Любовью Коростылевой, мы поговорим об основных проблемах, которые волнуют якутянок, а также обсудим возможные пути решения вопроса. Добрый вечер, Любовь Никифоровна. Добрый вечер. Ну, давайте немножко расскажем телезрителям, какие на современном этапе стоят задачи перед врачом-маммологом и с какими, наверное, основными вопросами обращаются жительницы Якутии к вам. Ну, для начала хотела бы я немножко поправить, потому что такой профессии врач-маммолог нет. Есть профессия врач-онколог. Так же, как потом уже маммолог или онкогинеколог, онколопроктолог. Потому что онкология — это очень обширная наука, и, конечно, с развитием науки, современных достижений, знания углубляются, и поэтому есть такие более узкие профессии. Поэтому мы онкологи, маммологи. И, не секрет, что молочная железа — это очень важный орган для женщины, так как он является символом материнства, объектом красоты, восхищения и противоположного пола, и сами женщины обращают внимание на этот архиважный орган. И, конечно, здоровье его является неотъемлемой частью здоровья в целом женщины. И жалобы, с которыми к нам обращаются пациентки, это прежде всего дискомфорт в молочных железах, связанный с менструальными днями, какие-то узловые образования, боли в молочных железах любого характера, какие-то патологические выделения из протоков, но все, что их тревожит, может служить поводом для обращения к нам. Вот как чаще надо проводить обследование женщинам, с какого возраста уже необходимо начинать и кому обращаться тогда? Главным врачом для женщины является, так как молочная железа относится к органам репродуктивной системы, то, естественно, главный врач для них — это акушер-гинеколог. Первый, к кому они должны обратиться. Во всех поликлиниках такие врачи есть, и, естественно, это тот врач, к которому должна подойти женщина в самом начале своего пути. И после объективных методов обследования, проведенных на усмотрение врача в зависимости от возраста женщины, она решит, доктор решит, что нужно отправить к врачу-онкологу, маммологу для исключения какой-то именно опухолевой патологии, будь то доброкачественной или даже злокачественное новообразование. Мы занимаемся уже детализацией, исключением онкологической, прежде всего, патологии. Вот вы сказали как раз о доброкачественных образованиях в груди. Вот какая есть дифференциация между этими образованиями у женщины и как на первичном осмотре уже определить, что же все-таки там? Прежде всего сказать, что молочная железа — это орган гормонозависимый. И, естественно, функция его появляется, когда у женщины устанавливается определенный гормональный статус. И когда девочка превращается в девушку, когда у нее появляются циклические менструальные циклы, она взрослеет и готовится уже к будущему материнству. Поэтому заболевания молочной железы прежде всего это дисгормональные, когда нарушена гормональная функция организма, не только именно половых гормонов, но это будут гормоны щитовидной железы, надпочечники, гипофиза. Все это влияет на состояние здоровья молочной железы. Фоном является всегда дисгормональные нарушения. И, естественно, какие-то узловые образования. Это доброкачественные опухоли, коих много, которые возникают из соединительной и железистой ткани молочных желез. И сейчас в наше время очень распространены рак молочной железы. Это злокачественная опухоль молочной железы. А вот с чем связано распространение онкологии молочной железы, на ваш взгляд? Это очень такой актуальный вопрос. Благодарю вас. Все спрашивают, почему так много рака именно молочной железы. Для начала хочу сказать, что из структуры заболеваний онкологических самым
Распространенным новообразованием у женщин является рак молочной железы. Не только в мире, и в Америке, и в Канаде, и в Якутии, и в России, и сейчас даже в странах, таких, в которых всегда были низкие показатели рака молочной железы, это Япония, Таиланд, Китай, у них тоже увеличивается заболеваемость раком молочной железы. Это связано прежде всего с изменением образа жизни, с изменением внешней среды, потому что изменилась и среда окружающая. Если в XIX веке у женщин, у девушек менструации начинались в 16, даже 18 лет. Сейчас вы знаете, что есть акселерация. Менструации могут быть раньше 12 лет, что является, кстати, фактором риска. Сейчас нередко бывают девочки 10-9 лет, у которых начинается менструальный цикл. Нет или отклонений. Кроме того, в настоящее время женщины откладывают рождение первого ребенка на более поздний возраст, старше 30 лет. Современные женщины пользуются до наступления первой беременности контрацептивами 5 и более лет, прерывают первую беременность. Если даже они родили ребенка, то у них бывает неустойчивая или неполная лактация, какие-то препятствия, что тоже влияет на состояние здоровья молочной железы. И немаловажный фактор играет внешняя среда, стрессы. То, что теперешняя женщина живет, она многозадачная, она и мать, и работница, и сотрудница. Много функций, которые возлагаются на женщину. Нередко они воспитывают одних детей. Поэтому сложности современной жизни отражаются на образе жизни и на здоровье в целом, и в частности на здоровье молочной железы. Вот если смотреть динамику, вы доктор с большим стажем, и вот среди якутских женщин, вот насколько увеличился процент онкологии молочной железы? Или же все-таки еще и диагностика позволяет оперативно реагировать на вызовы? Да, вы правы. Здесь играет много факторов. Во-первых, коренные якутянки, когда я начинала работать много-много лет назад, в основном пациентки мы были женщины европейской национальности, украинки и люди, которые приехали здесь вот как бы осваивать север. Якутянок было мало, именно национальность саха. Со временем, за прошедшие десятки лет, женщины саха изменили образ жизни. Раньше было много родов, естественное вскармливание, не было прерывания беременности, был определенный уклад жизни, когда женщина была предоставлена больше семье, домашним обязанностям. Сейчас женщины переняли, современный быт, требуют, как я сказала, много задачности, много функций. И все то, что было раньше, может быть, даже табу или не было принято в якутских семьях, мало детей, много прерываний беременности, само здоровье не позволяет кормить. И поэтому все это сказывается на том, что сейчас действительно вот в нашем республиканском центре мы занимаемся диагностикой рака молочной железы. И по статистическим данным, из тех женщин, которые к нам обратились, в тех случаях, когда выявлен рак молочной железы, в последние годы я вижу, что где-то 57-53% превалировали женщины коренной национальности. Поэтому все подвержены этому заболеванию в любом возрасте. Вот в части диагностики, да? Да, в части диагностики, да, я немножко вам не договорила. Сейчас, естественно, та диагностика, которая была 30-20 лет назад, это не может идти ни в какое сравнение с теми возможностями, которые имеем мы сегодня. И диагностика заболевания молочной железы – это непростая такая задача, которая включает в себя ряд мероприятий. Это комплекс обследований, включающих рентгенологические исследования, цифровую маммографию. По показаниям мы проводим даже томосинтез. Это особенно углубленное исследование ткани молочной железы с помощью рентгеновских лучей. Ультразвуковое исследование молочной железы обязательно. При обнаружении каких-то узловых образований мы проводим прицельную биопсию локально
того патологического участка в тканях молочной железы под прицелом ультразвукового аппарата для того, чтобы максимально точно получить материал из патологического очага. И подвергается все это исследованию гистологическому, и мы ставим диагноз не просто на основании клинических данных, пальпации, осмотра, а на основании объективных методов обследования, которые позволяют установить, эта опухоль доброкачественная или злокачественная. Вот когда все-таки стоит делать УЗИ молочных желез, МРТ? Когда стоит, в принципе, если женщина, совершенно здоровая женщина, у которой нет никаких жалоб со стороны молочных желез, у которой нормальный менструальный цикл 28 дней, и она не испытывает никакого дискомфорта в молочных железах, при планировании беременности до 30 лет она должна сделать ультразвуковое исследование. Если женщина перед какими-то вообще такими манипуляциями перед пластической операцией, допустим, или перед родами, беременностями, должно быть проведено первое ультразвуковое исследование вне патологии. Но иногда бывает так, что сейчас часто бывает так, что у женщин распространены дисгормональные заболевания молочной железы, и при первом появлении каких-либо жалоб, выделений, боли, дискомфорта, уплотнений, изменений кожи молочной железы и многих других каких-то вот индивидуальных проявлений, женщина должна идти к акушеру-гинекологу и получить направление на ультразвуковое исследование. Но если эта женщина, это первое ультразвуковое, мы говорим о молодых женщинах, которым показано именно как первый шаг обследования, это ультразвуковое обследование. А маммографию? Маммография начинается с 38 лет у здоровых женщин как скрининг. Но если есть патология, если есть узловое образование, врач-онколог может назначить маммографию и в 30, и в 35, в любом возрасте. Ну вот теперь по поводу грудного вскармливания, да, все-таки тема актуальная. 24-й год у нас год семьи, объявлен президентом нашей страны. Понятно, что сейчас вопросы демографии на первом месте. Ну и грудное вскармливание как естественный процесс, он тоже не обходится стороной. Вот все-таки как правильно питать грудью, насколько продолжительный должен быть этот срок и как грамотно прекратить грудное вскармливание, чтобы не вызвать нарушений. Конечно, самое важное для ребенка получить грудное молоко, потому что то, что было всегда веками, натуральное вскармливание ребенка, это и есть не просто как бы акт кормления ребенка, это какое-то таинство общения матери с ребенком. И сохранить грудное вскармливание, не как можно дольше. Сейчас об этом нет речи. Сохранить нормальным, полноценным грудным вскармливанием является период 12 месяцев, максимально 1,5 года. Но опять же зависит от состояния здоровья ребенка. Если ребенок здоров, у него нет каких-то сложных заболеваний, и врачи-педиатры не ставят задачу как-то продолжить вскармливание, то тогда желательно прекратить грудное вскармливание к 12 месяцам, 1,5 годам, как я сказала. Для того, чтобы подготовить молочную железу к такому, к лактации, необходимо, опять же, акушеры-гинекологи подсказывают женщинам, есть женские консультации, в которых они проходят подготовку, но конкретно нужно проводить закаливание соска и ореола, подготовка для того, чтобы потом ребенок мог не травмировать такую нежную зону молочной железы. Как отличить мастит от лактостаза? Это удел врачей. Лактостаз – это временное нарушение дренажной функции млечного протока, когда в силу каких-то причин временно нарушается отток молока из какой-то дольки. Конечно, это проявляется болями, иногда повышением температуры, но лактостаз проходит бесследно при восстановлении дренажной функции опорожнения набухшей дольки. А мастит – это гнойное, необратимое воспаление ткани молочной железы, которое требует непременно хирургического вмешательства. И этим занимаются хирурги. Вот вопрос от телезрительницы. Собираются в отпуск. Какие меры предосторожности важно соблюдать, загорая на солнце? Можно ли загорать в период грудного вскармливания? Когда женщина полностью восстановится после родов, когда у нее наладится лактация, она будет здорова, она,
Конечно, может поехать и на море. Здесь не может быть речь о таком краткосрочном, недельном или там двухнедельном пребывании. Семья должна планировать свой отдых на достаточно продолжительный период, потому что это смена климата, смена относительно наших якутянок, смена вообще окружающей среды. И здесь, конечно, как и для любой другой женщины, опасно находиться на солнце с 12 до 16 часов. Можно принимать, специально загорать не следует, можно принимать только солнечные ванны и беречься от переохлаждения, перегревания и особенно тщательно ухаживать за молочными железами, соблюдать принципы личной гигиены. Перед эфиром мы с коллегами, с редакцией мониторим всегда социальные сети для того, чтобы определить, какие вопросы чаще всего задают жители по той или иной проблеме, связанной со здоровьем. И вот женщины с пышными формами очень часто жалуются на то, что им неудобно спать, и порой переживают, что поза для сна на животе может им навредить. Так ли это? Ну, это такая индивидуальная особенность, которая, конечно, встречается у женщин. Но я хочу сказать, что вообще поза для сна на животе, по-моему, она не очень удобная. И косметологи, по-моему, даже против такой позы. И тут уже индивидуально. Я не могу сказать, что это вредит или как-то что-то улучшает. Это просто как удобно каждой женщине конкретно. Стоит ли переживать, если у женщины, которая не рожала, скажем, последние 5 лет, начались выделения из груди, и какие выделения можно считать нормой? Никакие выделения нельзя считать нормой. Кроме молока? Кроме молока. И если не было ничего 5 лет, а вдруг появилось что-то, хоть прозрачное, как слеза, хоть мутное, это повод обратиться к врачу. Здоровый орган не болит, не беспокоит и ничего патологического не выделяет. Угу. Вот как правильно женщинам проводить самообследование? Ну, вот мы много видели картинок, советов женщин. Так надо пальпировать, так надо пальпировать. Вот вы бы какой совет дали? Но прежде всего, когда проводить самообследование? Это очень немаловажно, это архиважный фактор. Прежде всего, всем женщинам, у которых сохранен менструальный цикл, это обследование нужно проводить, самообследование, с 6 по 12 дней менструального цикла. Об этом важно помнить. Не когда она вспомнила накануне месячных, там у нее какой-то дискомфорт, строго в определенные дни цикла, с 6 по 12 день. Когда она проводит это обследование, это важно. И написано, конечно, во всех журналах. Раньше было и в «Космо», и «Домашний очаг», и можно в интернете найти. Сначала это делается просто осмотр перед зеркалом. Спереди, с боков, с опущенными руками, с поднятыми руками. Я не буду рассказывать всю технику. С моей стороны важно напомнить дни, время, когда проводить обследование. А как? Это очень хорошо описано в средствах массовой информации. Которым мы являемся. Да. Фиброаденома молочной железы. Что за диагноз? Многие пугаются. Что с ним делать? Фиброаденома молочной железы – это абсолютно доброкачественная опухоль. Как правило, она бывает одиночная. Но в последнее время эти опухоли тоже достаточно распространены, и бывает даже у девочек-подростков в 14, 15, 16 лет. Это особенная форма, называется ювенильная подростковая фиброаденома. Она, кстати, достигает очень быстро больших размеров, и девочки в силу плотности их юной груди не замечают, что растет опухоль, и уже когда опухоль достигает 5 и больше сантиметров, обращаются вот к акушеру-гинекологу, педиатру, хирургу и направляются к нам. Этими новообразованиями страдают больше женщины молодого возраста, репродуктивного. И, конечно, если опухоль больше 2 сантиметров, она должна быть непременно удалена. Но бывают опухоли у женщин доброкачественные, фиброаденомы, меньше сантиметра меньше, 10 миллиметров и меньше. В этом случае возможно наблюдение. Но все очень индивидуально и решается после полного комплексного обследования, консультации врача-онколога-маммолога. Вот при маммографии очень часто ставят диагноз там, мастопатия, необходимо обратиться, там ставят берец определенную степень. Сразу же женщины, видя это, что-то у меня там происходит не то. Вот при каких случаях, при каком описании надо насторожиться, а при каком просто требуется консультация для дальнейшего наблюдения? Но вы вошли в такие профессиональные тонкости описания. Да, сейчас вы правы. Все протоколы ультразвукового рентгенологического обследования молочных желез должны быть описаны по международной шкале БИРАЦ.
И она имеет градацию цифровую от 0 до 5 или даже в некоторых случаях 6. И градации, ну это уже такой специфический, как бы женщина, может быть, особенно это и не надо это знать, это должны знать врачи, но градации Берац 1-2 – это абсолютно доброкачественные изменения. И женщина наблюдается в этом случае у врача-акушера-гинеколога. То, что 3 и выше – это прерогатива врачей-онкологов. Ну, вот, чтобы было понимание, а то очень часто эти вопросы возникают, и потом переживания, лишние стрессы. Удаление молочных желез. В каком случае прибегают хирурги к данной процедуре? И потом, как решать эстетический вопрос у женщин? Операции сейчас, кстати, очень, не то что большой арсенал операций радикальных при раке молочной железы, которые делаются в зависимости от стадии заболевания, размеров молочной железы, локализации опухоли в молочной железе. Но мастектомия – это максимальный объем операции, который предусматривает полное удаление тканей молочной железы. Но опять же, она может быть выполнена разными способами. Есть подкожная мастектомия, когда мы сохраняем кожный чехол молочной железы и восстанавливаем ее ткань с помощью имплантов, или постоянных, или временных. Есть, если вы говорите в этом случае, как восстановить молочь после мастектомии, здесь онкологи делают операцию одновременно, и радикальную операцию, которая позволяет удалить опухоль и регионарные лимфоузлы, где могут быть метастазы, и одновременно в эту же операцию мы проводим реконструкцию, полное восстановление молочной железы за счет имплантов. Вот вы так плавно как раз подвели к следующему, наверное, вопросу. Это по поводу имплантов. Ну, сейчас эстетическая хирургия уже шагнула далеко вперед, возможности хирургии очень большие. А влияет ли установка имплантов на качество здоровья потом молочной железы? И если влияет, то какие импланты, скажем так, нежелательно к установке, какие вы бы сами бы порекомендовали? Тоже очень актуальный вопрос, действительно. Эта тема актуальна, потому что все стремятся к красоте, какой-то там гармонии. В части молочной железы тоже, естественно. По поводу пластики. Если женщина имеет непременное желание улучшить свой облик за счет увеличения молочной железы, первый шаг, который она надо сделать, она должна пойти к онкологу, маммологу, пройти полное обследование. Только в здоровый орган можно подвергать такой пластической операции. Это первое. Второе. Так как рак молочной железы является опухолью, которая поражает не исключительно только женщин, но преимущественно женщин, и чем дольше женщина живет, тем выше риск заболеть именно злокачественной опухолью. И масса факторов риска. И, как правило, в современном мире многие женщины имеют не только один, а несколько факторов риска. Поэтому риск возникновения рака молочной железы у любой женщины увеличивается с каждым годом ее жизни. В случае установления импланта женщина должна быть более внимательна к себе, не пропускать регулярных обследований, что включает ультразвуковое исследование и магнитно-резонансную томографию. И даже в некоторых журналах в научной литературе было сказано, что у женщин с имплантами чаще обнаруживаются опухоли молочной железы. Но потом было опровержение этому факту в части того, что эти женщины более внимательны к себе и более регулярно проходят обследование, и поэтому у них чаще находится та или иная патология в молочной железе. Теперь это более приемлемый фактор. Сам имплант не влияет на появление или на развитие опухоли. Сейчас применяются импланты полиуретановые и текстурированные. Две фирмы в основном, фирма Ментор, Силимед. Раньше использовались, более 10 лет назад, были импланты Аллерган, которые сняты с производства и уже не используются, потому что в мире были случаи возникновения плазмоклеточной опухоли, которая является очень злокачественной, и ее связывали с установкой именно имплантов фирмы Аллерган, это французская фирма. В части того, что женщины после пластики подвержены, как я сказала, более заболеваниям молочной железы, я думаю, что это
не совсем так, просто они чаще проходят обследование, и чаще какая-либо патология у них выявляется. Мгм. Ну, а так вот в зависимости от того, вот там фирма какая или что вводит. Но сейчас никакие подпольные фирмы не работают, только общепризнанные, и мы ставим импланты, проверенные, те, которые широко используются и в пластической хирургии, и для реконструкции молочной железы в случае злокачества. Это те же импланты. Мгм. То есть, если есть желание, если есть согласие мамолога-онколога, онколога-мамолога, то проблем нет. Да, если женщина хочет, ничего ей не может помешать. А вот возраст как-то может повлиять на Ну, здесь в части нашего с вами разговора, конечно, женщины, которые более молодого возраста, они подвержены изменениям своего облика, и они склонны к таким операциям. С возрастом они понимают, что, может быть, нужно было сделать не поставить имплант, а сделать другую операцию, называется редукционная мамопластика или мастопексия, подтяжка молочной железы. Потому что, конечно, все-таки имплант — это инородное тело. И как любое народное тело, оно имеет свои риски, свои какие-то неприятные моменты. Например, нельзя спать на животе. Ну, как раз к вопросу. А вот по поводу подтяжки груди, можно ли это сделать без оперативного вмешательства? Или же все-таки только... Но здесь, если мы говорим, что значит подтяжка груди без операции, есть несколько степеней мастопексии. Опущение груди называется мастоптоз. И в зависимости от степени мастоптоза, то есть опущение железистой ткани молочной железы и смещение сосково-ареолярного комплекса, проводятся те или иные операции. Это может быть просто коррекция перемещения наверх сосково-ареолярного комплекса, просто в сочетании с редукцией ткани железы, более сложные операции, которые позволяют убрать излишки кожной лоскутов, переместить сосково-ареолярный комплекс наверх с учетом индивидуальных параметров, размеров, и сделать грудь более привлекательной и сохранить ее форму. Речь идет о физических упражнениях. И я думаю, что молочная железа находится на большой грудной мышце. Если это незначительная степень птоза у женщин молодых, то просто укрепление мышц верхнего плечевого пояса позволяет, наверное, немного скорректировать форму грудной клетки, в частности, молочной железы. Но таких особых упражнений для увеличения груди, для подтяжки груди не существует. А вот как быть, если женщина не рожала, не кормила еще грудью, но уже установила имплант? Хочу сказать, как врач-онколог, что женщины, которые никогда не рожали и не беременели, они прежде всего рискуют более чем другие заболеть раком молочной железы. А вот исторический момент. Первый рак молочной железы был описан у монашки. Поэтому женщины, которые не рожали и не кормили, они в группе риска. Это первое. И, в принципе, они могут прибегнуть к имплантам, когда грудь небольших размеров. Как правило, форма груди не меняется, она у них сохраняется такой же юной, плотной, и нет угрозы мастоптоза, опущения, только, видимо, за счет того, чтобы увеличить размер. Но прежде чем делать операцию по увеличению, должно быть полноценное обследование врача-онколога и ежегодный контроль, постоянное наблюдение, потому что риск у них высокий. Вот как раз рак молочной железы, если мне память не изменяет, может, вы поправите, он занимает одну из лидирующих позиций у женщин наравне с раком яичника. Вот все-таки он первичен или чаще всего он возникает как метастаз? Мы говорим прежде всего о первичных новообразованиях. Вот мы с вами начали с того, что рак молочной железы во всем мире занимает первое место в структуре заболеваемости органов репродуктивных органов. И, конечно, это первичная опухоль. И кстати, рак молочной железы может метастазировать и в яичнике тоже. Поэтому мы говорим о первичной опухоли, и первичная опухоль, она самая распространенная у женщин и самая часто встречаемая у женщин всего мира. А есть такие формы рака, которые не всегда можно увидеть на маммографии, но видно и по онкоскринингу, что все-таки, допустим, повышен определенный онкомаркер? Этот вопрос тоже непростой. Первое.
Для скрининга используется только маммография. Это общепризнанный метод скрининга рака молочной железы во всем мире. И он связан с маммографическим исследованием. Поэтому здесь не может быть ничего другого, кроме как маммографии. Второе. Конечно, есть опухоли, которые негативны, и могут быть рентген-негативны, и могут быть не видны при классическом рентгенологическом обследовании. Здесь помогает, опять же, мы проводим обследование женщин, не говоря о скрининге, оно комплексное, включает ультразвуковое исследование, дополняет или является иногда ведущим у молодых женщин или у молодых девушек, которые не рожали, у которых плотный фон молочной железы, и когда именно маммографический снимок не может дифференцировать опухоль в плотных тканях у женщин, которые не рожали, не кормили, тогда опухоль может быть пропущена. И здесь на помощь приходит ультразвуковое исследование. И, конечно, есть магнитно-резонансная томография. Дальше. Для скрининга общего никогда не применяются онкомаркеры. Онкомаркеры специфические по раку молочной железы исследуются у женщин, у которых установлено данное заболевание, и они применяются при первичном установлении диагноза и в последующем для пожизненного мониторинга, для того, чтобы установить, не появляется рецидив опухоли. Тогда маркеры могут увеличиться, измениться, и можно искать какие-то метастазы и думать о том, что болезнь начинает прогрессировать. Допустим, внутрипротоковый рак. Вот всегда ли он виден на маммографии? Внутрипротоковый рак — это очень сейчас часто встречаемая стала опухоль. Кстати, до открытия Республиканского маммологического центра такие опухоли были редкостью. Эта опухоль особая. Чем? Она особенна тем, что она никогда не дает метастазов. Растет внутри протока. Но ее особенность в том, что растет внутри протока и поражает широко всю протоковую систему молочной железы. И может при этой опухоли, которая не дает метастазов, может потребоваться вот та же мастектомия. И, как правило, протоковый рак, как правило, виден на маммографии, потому что здесь имеются специфические рентгенологические признаки, микрокальцинаты, которые видны именно на маммограмме. Ультразвук это может пропустить. Ну и, наверное, в завершении нашей с вами беседы у вас республиканский маммологический центр, больницы 3-го уровня. Вот как попасть обычной девушке к вам? Нужно ли обязательно направление? Какой набор анализов для того, чтобы проконсультироваться у ваших специалистов? Ну, задавая вопрос, вы сами так и ответили на него. Раз больница 3-го уровня, то мы открыты для консультации всем женщинам республики при наличии направления из поликлиники по месту жительства. Они обращаются к акушеру-гинекологу, хирургу, терапевту. И по той системе, которая сейчас существует, Артемис или Медведь, любая из них может попасть к нам на обследование, на консультацию. Обычный срок ожидания у женщин? Ну, здесь мне трудно сказать, потому что мы лично не мониторим, но не более 10 дней. Не более 10 дней. А какой перечень анализов необходим для того, чтобы к вам попасть? Анализы все для всех одинаковые, это клинический минимум, но на этапе 1-го уровня, 2-го уровня медицинской организации, в зависимости от оснащенности того или иного медицинского учреждения, должна быть проведена маммография билатеральная обеих молочных желез или ультразвуковое исследование с описанием протокола по шкале Берац. И консультация гинеколога обязательно, потому что молочная железа – это орган репродуктивной системы, и нам важен гинекологический статус женщины. Ну а уже далее? А дальше работаем мы. И уже под сроки менструального. Совершенно верно. У нас существует, да, при подозрении на онкологическое заболевание у нас сжатые сроки, мы делаем это максимально быстро. При других случаях все по программе государственной гарантии. Спасибо большое. Я хочу напомнить всем нашим телезрителям, что сегодня мы беседовали с нашей гостьей, кандидатом медицинских наук, заведующей Республиканским маммологическим центром Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева, Любовью Никифоровной Коростелевой, и говорили об основных проблемах, которые в первую очередь волнуют якутянок. Это их молочные железы, проблемы, с которыми связаны со здоровьем, как сохранить это
здоровья. И Любовь Никифоровна дала четкие, всем понятные ответы, поэтому если вы опоздали на просмотр нашей программы, всегда можно найти нас в социальных сетях, посмотреть полностью весь эфир и наверняка получить ответы на интересующие вас вопросы. Большое спасибо, Любовь Никифоровна, что подошли к нам сегодня в студию. Хочется пожелать удачи и успехов в работе врачей, чтобы количество женщин, у которых подтверждается онкологическая патология, все-таки стремилось вниз, а тех, у кого подтверждается доброкачественное и отсутствие патологии, вверх. Благодарю вас, благодарю. Желаю всем, конечно же, здоровья, чтобы вы оставались всегда вместе с нами, с каналом Якутия-24, программой «Якутия в деталях», проектом «Мой доктор». Всего вам доброго и хорошего настроения. До свидания.